Температура не выше 36,8, как пароль для входа в школу. Бесконтактными термометрами уже никого не удивить, а вот локтевые дозаторы с антисептиками есть не везде. Вещь не самая дешевая. Но куда сложнее школам было разграничить движение учеников. Над расписанием ломали голову не один месяц, зато теперь уроки в разных классах начинаются в разное время. Да, мы рекомендуем сделать так, чтобы дети имели возможность зайти в школу с разных входов. Но мы не можем это вставлять как требование, не все школы имеют такие возможности. Традиционные линейки в этом году остаются только для первоклашек. Родители в масках порадуются с платочками в сторонке. Все остальные ученики идут сразу в класс. Такова антиковидная реальность. Показываем. В вузах республики к 1 сентября тоже все готово. На входе термометрия. В медицинском университете это делают с помощью новейшего тепловизора. Умный аппарат также проверяет, есть ли маска. Здравствуйте. Добро пожаловать. Кто находится в Казани, они приходят учиться в аудитории с соблюдением всех тех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора. Те, которые находятся за пределами Казани, они обучаются по дистанцу. Оборудование, маски закупили для студенчества, для преподавателей, дезинфицирующие средства. Со всеми провели инструктаж, провели в онлайне собрание с трудовым коллективом. Все хорошо? Тем временем в студенческих общежитиях заселение, осмотр на педикулез, желательно прививка от гриппа, движение по коридорам строго в масках. Студенты из Китая самые дисциплинированные. Защита двойная, еще и перчатки. В Казани жители Поднебесной почти год посещали подготовительные курсы. И если бы не ковид, лето провели дома. Когда теперь вживую удастся пообщаться с родственниками – большой вопрос. В похожей ситуации и уроженец Джакарты Мулия Шумахер. Из-за пандемии будущий журналист-международник все лето просидел в общежитии. Кому в ближайшее время не удастся доехать до Татарстана, первый семестр учиться будет дистанционно. Именно в нашей стране сейчас карантин. Из-за этого я бы не смог приезжать, учеба была бы дистанционной. Высшее образование в Татарстане традиционно получают студенты из 100 стран. Как им добраться до своих альма-матер, обсуждают уже на федеральном уровне. Открылись перелеты из Казахстана, уже хоть какой-то плюс. Студенты будут выезжать, скажем, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстан. Из Казахстана они летят в Москву, и из Москвы уже добираются до Казани. Только в КФУ в этом году будет учиться более 9,5 тысяч иностранных студентов. К занятиям их допустят только после того, как они предъявят тест на ковид, либо пройдут 2-недельный карантин. Так что учебный год в татарстанских вузах начнется 1 сентября по расписанию. Иностранным студентам во многих вузах бесплатно раздадут многоразовые маски. Юлия Гоголева, Александр Лобанов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.